Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі за яе межамі ў нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамова. Але найперш падчас цяперашняй размовы мы будзем абмяркоўваць унутраныя працэсы і тыя стадыі, да якіх гэтыя працэсы дайшлі. У мяне на сувязі мастак-геральдыст, даследчык, сябра геральдычнага савета пры прэзідэнце Беларусі Віктор Ляхар. Добрый день, спадар Віктор. Добрый день, здравствуйте. Спадар Віктор, не першы раз мы з вами сутыкаемся. В прынцыпе, як з геральдыстам з вами можна гаварыць на розныя абсалютна геральдычныя тэмы, але сёння мяне больш цікавіць наша нацыянальная сімволіка. Ці, як апошнім часам любяць казаць прадстаўнікі сілавых структур, пратэстная сімволіка. Так вось, ці чакалі вы, што дойдзе да такога, што, безумоўна, і раней было такое негатыўнае стаўленне ці насцярожанае стаўленне з боку улады беларускай да бел-чырвона-белага сцяга, да пагоні, нягледзячы на тое, што яна ўнесеная ў спіс каштоўнасцей культурных. Жыве Беларусь выклікала ў іх вокліч розныя такія. Але вот што такое стаўленне будзе? Пратэстная символика и все. Ну, в целом это все укладывается в единый алгоритм действий. Наши силовые органы, напомню, в известный период государственности Беларуси служили под бело-красно-белым флагом, носили погоню на рукавах, поэтому ничего удивительного, напоминаю, вот этот период. Элитные подразделения, которые сейчас борются с бело-красно-белым флагом, носили его у себя на рукаве. Поэтому все это укладывается в единый алгоритм, как я повторяю, действий власти, которая борется с тем, что ей не угодно. На самом деле, я, честно говоря, и не ожидал такого, что это будет доведено уже до абсурда, когда ярлыки сродни нацизм, там, экстремизм и прочее будут навешаны и однозначно утверждаться с телевидения, что, что уже мы доиграемся скоро до того, что будем снимать фильмы, как немцы штурмуют Брестскую крепость с бело-красно-белым флагом и жгут Хатынь с бело-красно-белым флагом. Все к этому идет. Конечно же, это абсурд, ложь, абсолютно на ровном месте притянутые за уши какие-то картинки, которые не соответствуют действительности. Асноўнае, нават калі не казаць про тое, што там экстрэмізм, там же ж у гэтым законапраекце яно напісана, там нейкія сімвалы, якія з'яўляюцца экстрэмісткімі і калабрацыянысткімі, здаецца так. Ці можна ўсё ж такі, ці маюць падставы вось гэтыя абвінавачванні, што сімвалы калабарацыяністаў? Не мают подставы, потому что все очень просто разруливается в этой ситуации. Эмблема и флаг – это полные визуальные идентификаторы учредителя и идеи. Если бы белорусская коллаборация создавалась как профашистская организация и изобрела, скажем, свою эмблему, спроектировала эмблему, флаг и ей пользовалась, и натворила много бед, горы трупов оставила в памяти. То есть вот я просто удакладню. Вось ствараецца арганізацыя, якая будзе падтрымліваць, я не ведаю, акупантаў. І яна кажа, што вот мы тут свая арганізацыя, у нас вось свая сімволіка, мы намалявалі, там нейкі наш геральдіст-калабарант намаляваў нам сваю сімволіку. Вось гэта... Тогда это можно говорить о том, что это действительно экстремистская символика, и создавалась она именно как экстремистская, юридически закреплена как экстремистская. Сколько они пытаются придумать, что обыкновенный бело-красно-белый идентификатор белорусского народа, который как был еще в царские времена, еще берем ВКЛ, в царские времена и позднее, так и остался все равно идентификатор бело-красно-белый. И в годы войны и коллаборации использовала его исключительно как идентификатор белорусских подразделений, белорусских властей и тому подобное. Украинское – украинский, польское – польское и так далее. Все, уже миллион раз про это говорили, все организации, которые выступили в крестовый поход против большевизма, использовали свою символику. Что делать вот с этим тогда нам, которые выступили на стороне немцев? Вот это, как относиться к этим символам, которые мы сегодня видим в Республике Беларусь? То есть, вот, мне просто цікава, калі
тыя распрацоўшчыкі законопроекта аб прызнанні бел-чырвона-белага сцяга там экстрэмісцкім ці калабарацыянісцкім ходзяць па вуліцы Мінска 2 там числа і па ўсіх праспектах павешаны сцяг дивизии Власова. Их не коробить? Ну вот, видимо, так. Конечно же, это избирательно для своих, для чужих закон, для своих понятий и прочее, прочее. Конечно, это удивительно. Это, наверное, даже юридически как-то и не складывается в какой-то нормативно-правовой документ. Это просто сплошная какая-то такая идеологема, которая никакого отношения к закону не может иметь. Это мы видим, это мы демонстративно не замечаем и прочее, прочее. Скажите народу еврейскому, который пострадал от Холокоста, что это профашистский, экстремистский, нацистский символ внизу, звезда Давида. Как он на вас посмотрит, на создателей таких законов? Ну, можна яшчэ прыехаць у Сочи на сустрэчу з Путиным і сказаць яму, што ты мне тут на стол ставіш свой калабарацыянісцкі сцяжок. Да. Я яшчэ один такі момант хацеў бы з вами абмеркаваць. Нібыта распрацоўшчыкі гэтага законопроекта, сярод іх ёсць нібыта і гісторыкі. Яны шмат кажуць, вот працавалі в архівах, там дзесьці яшчэ, шукалі сведчанне таго, што пад бел-чырвона-белым сцягам нейкія там вот здраднікі і злачынцы знішчалі беларускі народ. Мы з вами не один раз говорили на тэму таго, што вы таксама працавалі в архівах. Іншыя гісторыкі працавалі в архівах, але ніводнага сведчання такого не знайшлі. Можа, нешта новое открылось, там нейкі там сакрэтны сундучок у архиве вскрылся. Конечно, как в фильме со Шварценеггером. Какие ваши доказательства, хулиганы? Да, так и вот здесь. Люди где-то там працуют что-то. Если бы люди что-то нашли, и был некий документ, где по локти в крови, в резиновых фартухах и перчатках стоят с бело-красно-белым флагом каты белорусского народа, уже бы у нас горреклама выставила огромные щиты с этими фотографиями и соответствующими идеологемами. Не простим, не забудем, не допустим никакого БЧВ этого нацистского никогда на белорусскую землю. Нет у них ничего и быть не может. И второй вопрос. Если и есть, это опять же мы возвращаемся к тому вопросу. Это никак не может оцениваться, как вот то, что мы с вами начали, на чем говорили, что это создавалось как некая коллаборационистская символика. Ну, послушайте, у Чикатило был советский паспорт. Значит, СССР – страна Чикатило. Все, такие вот причинно-следственные связи, такие умозаключения, ну, ни о чем просто даже обсуждать не хочется. Ну, нацисты еще носили бруки. Да, так это, да, и таблицей умножения пользуются. Вот что самое плохое, что надо как-то это изменять. Вот такая картинка. 42-й год. Для восточных батальонов разрабатывается символика. Это части охранения и части охраны порядка. То есть одни охранные части, одни полицейские части. Для охраны красные, для полицейских частей зеленые. Зелено-красные погоны, зелено-красные кокарды. Вот полиция носила, которая расстреливала партизан, в том числе воевала с партизанами. Вот это носили, ну просто плохо распечатано, это зеленый, так скажем, сильно темно. Вот казаки, которые воевали с советскими партизанами. Слушайте, а я там бачу червоно-зеленый. Червоно-зеленый и так далее. Что-то тут такое. Да, и в этой книжке вот это все расписано. Книжка находится в Национальной библиотеке. Изымайте ее скорее, если мы пошли по этому пути. Добра, тым не менш, я ведаю, што у вас ёсць кніга, дзе вы канкрэтна распісалі, якія там падраздзяленні, якія часткі выкарыстоўвалі у тым ліку бел-чырвона-белую сімволіку. Што гэта былі за часткі і чым яны займаліся? Давайте повторим яшчэ раз. Повторим еще раз, что бело-красно-белую символику использовали в основном части, которые декларировали свою белорусскость. Это части белорусской краевой обороны, которую немцы предполагали использовать в случае наступления Красной Армии. Эти части, откатываясь под ударами Красной Армии, уходили уже вместе с немецкими отступающими войсками. Это части армейского типа. Документов лично у меня, что белорусская краевая оборона жгла деревни и другого, никогда этого не встречал. Белорусская краевая оборона позиционируется как боевая часть для сражения на фронте, поэтому жечь крестьян, уничтожать там евреев, гетто и так далее вообще не предполагалось. Но уже же есть документы, что части полиции, ШУМА, это полицейские батальоны самого разного национального
принадлежности национальной использовали как вспомогательные при антипартизанских акциях и против мирного населения, которое заканчивалось уничтожением мирного населения, и которое заканчивалось массовыми расстрелами и убийствами. Это полиция, а не белорусские национальные части. Ну, послушайте, если даже в документах пишется, что человек принимает присягу на верность белорусскому народу, что он будет до последней капли крови сражаться за Беларусь. И тут ему говорят, а теперь иди сжигай белорусскую деревню. Ну, это притянуто все, не так это на самом деле. И еще, вот что я хочу сказать. Для меня, я хотел бы, чтобы было понятно, все, что я делал до этого, всякие книжки детские, какие только мы не совершали проекты, какие только журналы не выпускали и тому подобное. Все всегда, ну и в том числе книги забороненные, изъятые, которые сейчас будут изыматься, все всегда шло только в одном решении. Мы один народ, мы любим Беларусь, мы хотим строить свободное, крепкое государство на правде. Никому не позволено вырезать ничего из истории. Это такие уже штампы, журналистские термины. Мне не нравится, когда некий человек сидит, вырезает какие-то черные самоклейки и наклеивает на часть нашей истории. Это ложь, это полуправда, как форма лжи. Ничего хорошего из этого не будет. И возвращаясь к бело-красно-белой символике, появится информация, что кто-то совершил такие дела под этим стягом, значит, это будет осуждено, значит, поступок этого человека, взявшего в руки любой символ, палач он и есть палач. Мои оба деда не вернулись из ГУЛАГа, там, где были звезды, серпы и молоты на головных уборах. Поэтому... А из финского плена вернулся живой и здоровый. До рэчы, нам же ж тут часто любяць хваліцца тым, што сучасны чырвона-зялёны сцяг гэта унук вось гэтага чырвонага сцяга, под которым ваших обоих дедов. Да, безусловно. Измещали. Вот уж чем меньше всего надо гордиться, да, что это внук. Построили отдельное суверенное государство, и, пожалуйста, не надо присовокупливаться, прошу прощения, к истории, которая не только революционной кровью это полотнище омыто, а кровью своего народа. Геноцид против собственного народа. В том числе против белорусов. Ну, вы тут сказали про тое, што гісторыя толькі праўда. Я адразу прыгадываю, памятаеце такі выказванне, што гісторыю пишуць пераможцы. Можа, зараз такая ситуация? Безусловно, конечно. Историю пишут пераможцы. Есть такая, очевидно, ситуация. Ну, становится ли эта история правдой? Можно ли на ней потом... Вы знаете, я понимаю, в принципе, государственную идеологию. Она должна мотивировать народ на некий единый такой гражданское общество, такой монолитный организм в случае опасности, который может объединиться. И мне понятно, что люди хотят, чтобы в школах подавали такую историю, которая делает, которая рождает, воспитывает детей патриотами. Но вот это слово патриотизм в последнее время стало некой религией, прошу прощения, не обижайтесь, религия мяса. Вот патриотизм — это то, чтобы послать людей туда, куда скажут, и умереть в тот день, когда скажут, и в количестве, которым скажут. Вот это бездумное понимание пальцем туда и побежали. Зачем, как там, стадам дары свободы, их должно резать или стричь? Я думаю, что патриотизм — это понимание истории, все ее. И вот эта фраза «Николи знов». Если и резал кто-то кого-то, и убивал, и вешал, вот, как говорят, а в Америке негров линчуют. Так если бы наших людей, идеологов, допустить в Америку, то там бы не только их не линчевали, там бы и афроамериканцев вообще не было в истории. Вот нет их, и все. То есть ложь и какие-то натянутые формы. Еще раз возвращаемся. История вся, со всеми болевыми точками. Если где-то есть бело-красно-белая трагическая страница нашей истории, достаем ее и обсуждаем, и делаем выводы, делаем домашние задания, чтобы никогда больше не повторять. И еще даже один нюанс скажу. Я такой в этом плане щепетильный человек. Я не только архивы там занимался поиском всех материалов. Вы знаете, сейчас интернет, существуют форумы специальные исторические, сотни людей обмениваются фотографиями, и среди них немало людей, которые настроены не так благосклонно к червоно-белому флагу. Ну, уже бы давно выложили. А вот у меня в коллекции есть кровавые палачи, которые вот расстреливают это. Ну, нету ничего. И еще один нюанс. Если бы было, клянусь бы, я бы нарисовал. Вот, чтобы эта болевая точка прошла, что было и такое. Нету. Ну, нету. Пока нет.
Тым не менш, я уже таксама чытаў нібыта вот выкладкі, аргументацыю, чаму неабходна прыняць такі законапраект. І там таксама узгадывалася, таму што вот беларуская краёвая армія хадзіла з такімі вось эмблемамі, з чырвона-белы сцяг выкарыстоўвалася, таму што там яшчэ нейкае, таму што вот там вот парад быў у Мінску. Не ведаю, ёсць такі здымак ці няма, што нібыта віселі там вот на плошчы Свабоды чырвона-белыя сцягі побач са свастыкай. Вот і гэта падстава для таго, што доказ таго, што гэта экстрэмізм, калабарацыянізм, тэрарызм і ўсё што заўгодна забараніць. Два моманта. Гэта сапраўды падстава, на ваш погляд, для таго, каб забараніць. Безусловно, это никакое не основание для запрета этой символики. Потому что, во-первых, это нелогично. Мы опять возвращаемся к тому, что вся символика, большинство европейской символики, участвовавшей, втянутой в этот конфликт, была также рядом развивалась с нацистской символикой. Больше того, и наш верховный вождь и учитель, отец народов, страстно поздравлял своего партнера, друга, соратника. И наша символика засветилась рядом с символикой вермахта. Я хочу сказать, вот как-то эксперты отметили, что в книгах Виктора Ляхара содержится, наверное, ложь там, или как неточные сведения. Вот вы понимаете, эксперты, вот в книжке есть такая иллюстрация. Вот такая иллюстрация. Это знаменитый совместный парад Гудериан и Кривошеин спускают флаг нацистских вооруженных сил Германии и поднимают советский. Пишут в своих экспертных заключениях. Ляхар опустился до прямой фальсификации. Это два немецких офицера где-то там поднимают флаг. Разве можно вот так нагло врать? Господа, попросите правнуков, пусть вам включат компьютер и загуглите эту фотографию. Это знает любой человек. Камбрик, Кривошеин и Гудериан стоят на параде в Бресте. Поэтому... Это сапраўды от неведания истории, ці это манипуляция? Да, вы знаете, частично так и частично так. Я с ними общался со многими. Более того, я для многих из них делал эмблемы. Вот эти главные идеологи носят эмблему, которую я разрабатывал и так далее. То есть я хорошо знаю этих людей. Они такими, кстати, не были. Это вот сейчас при обострении ситуации в стране, конечно, они стали вот таким образом себя вести. Многие и обыкновенные дремучие, как у нас говорят, политруки, которые, не знаю, вам рассказать такую коротенькую историю. Как-то там решил Курултай, самых главных политруков управления этого идеологического, мою судьбу решить. И решили, что мне не место в вооруженных силах. И все проголосовали, что не место. Многие из которых были со мной в приятельских отношениях, здоровались и так далее. На следующий день ситуация изменилась. Посчитали, что рано, сильно он нужен пока еще. Провели повторно, и все они проголосовали за. Вот это для меня нынешний образ нашего офицера. Чего скажут, чего изволите, вот такой халуяж. Я не хочу всех обижать, не буду про всех говорить, но тех, кто меня окружал, многие вот этим страдали. Поэтому вы спрашиваете, знают они или да и не надо им знать. Если они говорят какими-то мантрами, какими-то лозунгами, мы, если что, как один, мы, если что, сразу на Берлин, все это мне понятно. Мы это в истории проходили. Пра гісторыкаў, ведаеце, адразу ўзгадваецца гэты анекдот такі жартаўлівы. Я расказвае адзін архітэктар, будаўнік, я столько прыгожых домоў пабудаваў за сваё жыццё, но стоило мне один раз, і гэтак далей па тэксце ўжо не будзем гаварыць. І бером гісторыка, які працаваў вельмі шмат на карысць развіцця беларускай гісторыі, шмат для яе зрабіў. А зараз на патрэбу часу і аднаму гледачу падводзіць нейкія гістарычныя нібыта доказы пад неабходнасць забароны чырвона-белага сцяга. Не паўтарае лёс ён гэтага будаўніка-архітэктара? Да, мне кажется, что есть такое. Мне вообще вот этот момент
тяжелый в жизни нашего общества, с людьми происходит со многими, они неожиданно раскрываются. Внешне слабые люди, внешне физически, может быть, не такие богатыри, вдруг проявляют стойкость. Казалось бы, тщедушные люди вдруг проявляют волю. Сытые, крепкие мужики вдруг жалобно начинают мимикрировать под ситуацию. Поставил лайк, всю ночь не спал, целый подполковник, поставил лайк, всю ночь не спал, потом и убрал его на всякий случай. Ну, мало ли чего. Я насмотрелся вот таких товарищей у нас. Я не требую от каждого такого воинского, крепкого поведения. Мы все простые люди, можно сломать, если захотеть, любого. Но вот это переобувание на ходу, мне крайне это неприятно. А что касается, можно всю жизнь что-то делать. Я не хотел бы уводить тему передачи, но я помимо реконструктора, я геральдист-практик. И за эти годы, за 20 лет работы в Геральдическом совете, мне удалось поучаствовать в создании, либо быть автором огромного количества эмблем, огромного количества флагов, в том числе, которые сейчас вызывают в глазах у определенной части населения ужас и трепет. И форменной одежды, это так нашей, не вижу, вот она. Когда приходилось работать, мундир верховного главнокомандующего здесь изображен. И вы знаете, я все время думал, что работа есть работа. Делай ее, и все. И понятно, в каких условиях живем. Не греши, как говорится, не криви душой, а выполняй свою работу. Но стоило мне где-то что-то как-то не подчиниться мнению, сначала это именно армейских, тут же донос, сразу же. В военную прокуратуру первый на меня донос написал. Ничего не подтвердилось, военная прокуратура поблагодарила, что я сделал эмблему, написала благодарность. Но я тогда первый раз почувствовал, в нашей стране, как принято на таком сленге, говорит, ушатать можно так просто человека. И я уже в военной прокуратуре объясняю, что я не верблюд. Опять поработал там то-то, то-то, создавал все это, все наши силовые структуры, знаю в лицо этих всех заказчиков, все вменяемые люди. Хоп, второй донос. Написали опять книжку. Тут же специальным указом, так и написано, невзирая на профессионализм, хоп, из Геральдического совета, как у нас принято, он у нас уже не работает. Только кристально чистые люди. А как же, как опять же в этом фильме про Швондера, позвольте, а как он работал в очистке тогда? Поэтому я не могу понять этого двуличия, что так-то ты иди, Витя, ты, пожалуйста, нарисуй, Виктор, никто кроме тебя там, выручай, надо сделать. И в это время кто-то строчит донос на тебя. И этот донос и дают ему силу. И вперед, дают ход ему. Поэтому я всегда считал, что я немало сделал для существующей символики. Когда-то, наверное, и за это надо будет отвечать, чем ты думал и куда ты смотрел. И я готов, наверное. Но стоило хоть где-то, все сразу, ты плохой, ты враг. Вот эти экстремистские ручки скоро будут и так далее. Я даже примерно себе представляю ситуацию, как вы говорите. Сначала книжки изымаются, потом перед домом офицеров, я не случайно упоминаю эту площадку, потому что там в основном у нас местятся борцы со всем белорусским. Складывается огромная куча, и уже жгут эти книжки. Уже, наверное, третий этап должен быть и автор где-то там завершить свой путь. Вот такая история у нас. Сергей Егоров пытается, пусть Виктор Ляхар откажа, кто такие белорусская крывая оборона, як ён ацэньвае прыслужнікаў гітлераўскай Германии. Сергей Егоров, Виктор Ляхар ўжо адказваў, хто по яго меркаванню беларуская крывая оборона, чым яна займалася і гэтак далей. Пераглядзіце, калі ласка, праграму, калі ёсць цікавасць. А на ваше другое пытанне я адкажу сваім пытаннем. А як вы ацэньваеце прыслужнікаў савецкай России, якія ў 19 годзе прыйшла сюды, і як вы ацэньваеце прыслужнікаў сталінска-ленінскай, гулагаўскай, СФСРаўскай? Да. Адкажыце сабе на гэта пытанне і потым пагаворым. Спадар Віктор, пра вашыя кнігі, наколькі нечакана стала для вас сама гэтая сітуацыя, што раптам высветлілася, што кнігі, якія у якім годзе, дарэчы, выдадзеныя былі кнігі? По-моему, 14-м, одна 18. Да, одна з кніг у 14 годзе, з таго ж 14 года яна знаходзілася ў бібліятэках, магчыма, нават у школьных бібліятэках,
і вот зараз нечакана забраць з усіх бібліятэк кнігі Ляхара. Вот наколькі гэта для вас стало, ну, улічваючы не тое, што вы там жывёце ў нейкім такім ружовым сусвеце і раптам такая навіна. Вы ж бачылі, што адбываецца ў краіне? Конечно, конечно. Абсолютно нет никакой неожиданности в этом, я уже и ждал. Еще раз повторюсь, там в школьных библиотеках есть и другие книги. Почему эти две, мне, в принципе, в некотором смысле не совсем понятно. Книга полностью от Всеслава Полоцкого до наших дней, от Всеслава Полоцкого до наших дней вторая. И цель книги, так там и написано, консолидация нашего общества через понимание всех ее страничек. И принятие всеми частями нашего общества вот этого понимания. И тогда, если мы изымаем из библиотеки эти книжки, значит, тогда и все замечательное, что в них сказано, в том числе и любимый этими товарищами советский, российский период, все это опять же изымается, чтобы школьник, не дай бог, не заметил, что существовал в истории бело-красно-белый флаг и герб погони. Абсолютно тщетное мероприятие. Школьники не черпают информацию из книг Виктора Ляхара в школьных библиотеках. Ну, а увогуле, вы так сказали, конечно, вобраз такі, мы зараз шмат разважаюць, ну, от людзі пра тое, што жывем у часы Оруэлла і там, магчыма, пабачым, як паляць кнігі дзе-нибудь каля цэнтральнай бібліятэкі. Але наколькі, вот, як вам бачыцца развіццё падзеяў? Мне видится оно печальным, потому что когда, как говорят, машинка уже работает. Поэтому, когда механизм включился, и некая центрифуга или какой-то другой механизм начал в ошметки рвать тех, кто сначала был близок, а потом и всех окружающих, достанется всем. И поэтому, мне видится, будет все хуже и хуже. Поэтому изъятие книг, наказание людей, которые такие... Ну, у нас же как? Сначала книга изымается, потом очерчивается это явление. А почему это имело место? Ну, вот почему. А кто это вообще? А подать сюда Ляпкина-Тяпкина и прочее, и прочее. Там дальше, как ты мог, и как мы пригрели у себя на сердце такую змею. Сразу перечеркиваются все твои заслуги вот так полностью и оставляется, как говорят, человека видно по финалу. Вот финал. Ты оказался здрадник и прочее. Мне, кстати, не совсем понятно, как соединить вот эту ситуацию с территориальной геральдикой, например. Витебская область. 4 или сколько герба и флага у нас полностью основанная на погоне. Если мы сейчас с вами говорим о неких перспективах и каких-то наших прогнозах, следующий удар будет территориальная геральдика, чтобы эти экстремистские символы навеки были исчерпаны. Вместо погони, может, там танк Т-34, какую-нибудь партизанскую операцию возьмут, или, в смысле, автомат ППШ с дубовыми листиками партизана, или операция Багратиона, или что-нибудь такое. Будут убирать и это. Потом, слушайте, у нас силовики носят погоню. Управление КГБ по Витебской области, ну, МЧС носит их структуры территориальные. Другие, не хочу сейчас как этим людям сказать, тоже все это меняет. Кстати, снимут и даже не моргнут глазом, это тоже, на этих людей нет надежды, что он будет сражаться за свое. Вот, поэтому печально будут бороться с этой символикой, бороться до... Победу я здесь не назову. Никакой победы не будет. Нельзя, вы понимаете, какую тонкость. Вот у меня есть моя жизнь, мое сердце, мои убеждения, моя идея. У меня есть мать. И вот мне приходит какой-то человек, стучит и говорит, твоя мать экстремист. Если я с какого перепугу? Ну вот мы так решили. А опять же доказательства. Мы так решили. Мы не нуждаемся в предоставлении доказательств. Ну так вы не нуждаетесь, а в меня переубедить невозможно. Это в моей душе навеки. Поэтому... Как бы ни пытались это все сделать, это просто идет сражение. Одна часть общества закатывает в асфальт другую. В год единения Беларуси. Ну, знаете, тут же адзінства павінна быць зразумела якое. Але сыходзячы з гістарычнага вопыту, ці магчымая увогуле, вот вы сказали, что вот перамогу я не назову, але ці магчыма, ну вот, некімі там тытанічнымі намаганнямі, ідэалагічнай апрацоўкай, стварэннем новай, перапісаннем гісторыі, выкрэсліць з гісторыі канчаткова бел-чырвона-белы сцяг той же самый. Конечно, невозможно. Невозможно потому, что никак невозможно. Говорят, никогда не говори никогда. Но я служил во Львове.
училище, отмобилизованное, прекрасная строевая подготовка, парады 7 ноября, постоянно патриоты Украины вешают желто-блакитный флаг на заглавных буквах над зданием. И постоянно сотрудники Львовского УКГБ бегают, их ловят и сражаются с ними. Где сейчас УКГБ по Львовской области? Где сейчас желто-блакитный флаг? Зяя над Украиной. Ну, может быть, Так. с Украиной не вельми там как бы параўноўваць, тому что вот прыгадаеце вы, каб дзе-нибудь, я не ведаю, там у 60-е там ці 70-е гады мінулага стагоддзя дзе-нибудь у Беларусі беларускія патрыоты вывешивали белшево на белый стяг. Вот я такого не ведаю. Да, я, может быть, привел пример особенной части, вот западные украинцы, конечно, бойцы в этом плане. А белорусская диаспора вывешивала, ну, конечно, да, на территории Беларуси немагчыма. Беларусь вообще, конечно, другой некий такой анклав, такой мощный просоветский, выхолощенный капитально в годы репрессий. Поэтому, да, может, неуместная. С польскими тоже варианты в период восстания 1863-1864 годов заборонялись и цвета польские, и мова, и речевки, и все что угодно. Царские улады говорили, что здесь Россия. Где сейчас Россия? Не в Польше, правда? И флаг польский, и цвета, все сохранилось. И язык. Да, Беларусь нечто особенное. Но у нас растет и меняется наше новое поколение. И никогда вы ему через БТ, через таких вот милиционеров, идеологов, через тетенек в библиотеках не внесете в голову какую-то любовь к красно-зеленому и какую-то ненависть к бело-красному. Никогда это не получится. Надо договариваться мирно, без крови. Никто не против. Если новая свободная Беларусь и есть приверженцы этой символики, этого пути развития, пожалуйста, я уже говорил, общественное объединение, партии и в парламент. Вперед. Ну, мы прыйшлі да высновы, ну і раней прыходзілі да высновы, што сцяг, герб ці там нейкія словы з верша, якія сталі лозунгам, яны не адказныя за тое, як хто і дзе іх выкарыстоўвае. Да. Але тут просто цікавы момант. Той же самы бел-чырвона-белы сцяг. Вот хто яго намаляваў і які лёс гэтага чалавека? Ой, задали вы мне вопрос, я уже давно не вникал в эти вклади Душ-Душевский, в эти нюансы, этих романтиков. Но дастаткова сказаць, што я да чаго падводзіў, што Душ-Душевскі па выніку-то загінуў у нацысцкім канцлагеры. А вы про это имеете в виду, да? Хорошо, я понял. Можем ли мы... И вот Душ-Душевскому вот зараз бы пачуць, што вот сцяг, за які ён у тым ліку і загінуў у канцлагеры. Да, сотни тысяч людей, во-первых, пронесли его в дни протестов по Беларуси, а второе, что кто-то опять за него может пойти и в тюрьму, а то и на бруствер. Поэтому, да, конечно, ему бы это не приснилось. Да вы знаете, много кто бы был бы удивлен происходящим. И ветеран, как говорят, если бы мой дед проснулся, ветеран войны, и узнал, что мы вот так вот победили фашизм, то он бы, наверное, опять умер. Поэтому, да, судьба сейчас людей, которые отстаивают свою точку зрения, даже в центристском плане. Ребята, и ваше было, и наше, и это имеет место быть, и это. Давайте договариваться. Нет. Мы... правильные, а вы враги. Ну, так. Ну што ж, па логіцы тады атрымліваецца, калі ўжо закон гэты ухваляць, ну, то і купалу трэба будзе забараніць, і разам з вашымі кнігамі кнігі купалы са школьных бібліятэк. Богданович, если про погони писал, и другие всякие нюансы у нас, связанные с нашими историческими символами. Это пора начинать серьезный крестовый поход против белорусской истории. Делать из нас северо-западный край России. Дзякуй вялікі. Ну, спадзяюся, што да гэтага не дойдзе. Яшчэ раз нагадаем да того, што сцяг, сімвал неадказны за тое, хто і ў якіх мэтах яго выкарыстоўвае, асабліва калі сцяг заснаваны на нацыянальных колерах і гэтак далей. Дзякуй вялікі. Спадзяемся, што не дойдзе ўсё ж такі, хаця ўсё сведчыць за тое, што яшчэ не тое зможам пабачыць.
Геральдыст Віктор Ляхар, Зміцер Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамова. Слухайте нас, читайте Купалу і ведайте гісторыю.